если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля, но они нападают и на наших братьев, без всякого сомнения лично. Я поддерживаю сторону Ирана за одним «но». Я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива, сказал Кадыров. Этому предшествовало заявление в СМИ и обсуждение в СМИ, по-моему, Алаудинов сказал, если я не ошибаюсь, что, значит, чеченцы, в общем, они такие смелые, такие бравые и готовы выступить на стороне Ирана, помочь им защититься. Когда мы эту тему обсуждали там с военными экспертами, многие сказали, что вот ТикТок войска Кадырова в Украине уже себя проявили, в кавычках. Вот теперь надо проявить еще в Иране. И многие тогда сказали, что они настолько трусливы, что ни в какой войне участвовать не будут. И вот сейчас мы видим опровержение. Зачем вообще звучали эти заявления? Анастасия, без комментариев. Относительно чеченцев, смелых, мужественных, готовых жертвовать своими жизнями, они находятся в Украине. И с первых дней начала русско-украинской войны они здесь вместе с украинцами отражают российскую агрессию. А это все от лукавого, так что эти комментарии оставим для них. И еще одно интересное заявление, которое вот вызвало резонанс, это то, что Чеченскую республику Ичкерия признали террористической организацией в России. Там настолько боятся ичкерийцев, что пришлось даже на законодательном уровне признавать террористической организацией. Или как вы вот расцениваете вот этот вот жест со стороны России? Ну, я уже это комментировал, Анастасия. Дело в том, что это своего рода операция прикрытия. Значит, Россия и российские спецслужбы готовят какие-то масштабные террористические акции здесь, в Европе или в других каких-то регионах. Или же они готовят акции покушения на людей, которых они считают врагами и террористами. С 2006 года в России приняты два закона. Один закон о том, что приравниваются все, кто не согласен с российским режимом, с российской политикой, они приравниваются к экстремистам и террористам. И зачисляются в разряд врагов российского государства, независимо от национального или религиозного происхождения. Все политики, журналисты, правозащитники, неважно кто. И второй закон, который позволяет российским спецслужбам, независимо от места расположения этих людей, в любой другой стране ликвидировать так называемых врагов российского государства. Вот это у них узаконено с 2006 года. Это нормативные акты. И поэтому судья, который выносил решение относительно целого государства, они понимают, что самое главное для нас, это они понимают, что они проиграли в борьбе за чеченское государство. То есть им не удалось уничтожить, ликвидировать саму идею национальной независимости и чеченского государства. Несмотря на то, что Чечня сегодня все 100% находится под российской оккупацией, но они понимают, что идея живет, жива. И правопреемственность тех официальных государственных структур, которые создали независимое чеченское государство с 1991 года, оно существует. Оно в лице нашего правительства и тех моих соратников, которые находятся здесь. Конечно, в первую очередь, в этом есть и смысл того, что Украина в свое время, в 1922 году, признала Чеченскую республику Ичкерию территорию временно оккупированной России. Это позволяет нам и позволило в последующем нам выстраивать какие-то отношения и с официальными структурами в самой Украине, и в других странах и республиках. И поэтому, если у них сформировались или созданы какие-то новые списки людей, которых они считают, что они являются врагами российского государства, то и тем более, если они будут поддерживать нас и нашу идею по деоккупации Чеченской республики, так это может быть и применительно тем людям, независимо от национальности. И поэтому это имеет масштабный характер. Это, на мой взгляд, это операция прикрытия, за которым могут последовать конкретные, реальные преступные действия со стороны российского террористического государства.
Давайте еще о войне в Украине поговорим. Сегодня стартовало пасхальное перемирие. Оно будет длиться до окончания дня 12 апреля, то есть до окончания Пасхи православной. При этом, при всем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов продлить это перемирие. То есть Украина будет реагировать зеркально. Если Россия не будет наносить удары по территории Украины, Украина не будет наносить удары по территории Российской Федерации. Но при этом вместе с главкомом Сырским они разработали ряд действий, как реагировать в случае нарушения России этого перемирия. Ну и вот по состоянию на сейчас, буквально час длится это перемирие, оккупанты уже проигнорировали его и продолжают наносить удары по всему фронту. Кремль, как всегда, использует любые переговоры, любые мирные инициативы исключительно как прикрытие для продолжения своего террора. Сообщают, значит, украинские военные, за первые минуты перемирия зафиксовано обстрелы Лиманское направление, Купинское направление, Покровское направление, Гуляйпольское направление. Как расцениваете вы это перемирие? По вашему мнению, имеет ли оно перспективу перерасти в какую-то более длительную историю и, в принципе, привести к миру? Или Кремль не готов, не хочет и не будет заканчивать эту войну? К сожалению, война будет продолжаться. И это перемирие, о котором заявил Путин, оно не будет соблюдаться в полной мере со стороны России, которая находится на передовой. Это тоже. То есть я это говорю с уверенностью, потому что мы имеем опыт в таких вещах. Перед тем, как ликвидировать Аслана Масхадова, законно избранного президента, человека, который подписал договор о мире с президентом России, и Россия признала эту акцию законным и легитимным. И этот договор о мире находится на сегодняшний день на сайте Организации Объединенных Наций как межгосударственный договор. И перед тем, как ликвидировать физически Масхадова, был период, когда Аслан Масхадов объявил перемирие. Было и согласованное с противниками, и одностороннее. Не согласованное не соблюдалось, и в последующем перемирие, которое было объявлено односторонним, оно нарушалось всякими возможными вариантами и действиями. И поэтому и в этот период ликвидировали Аслана Масхадова. Но война на этом не закончилась, ни перемирие не наступило, ни прекращение огня. Поэтому Россия и русские в любой момент могут использовать так называемое перемирие для того, чтобы нанести коварный, подлый удар. И поэтому я думаю, что и Сырский, и президент, глава государства Зеленский, они это понимают, да? Они заявили о зеркальном подходе к любым действиям, потому что войну начали не они. Войну начала Россия. И действия Украины, хотя сейчас их призывают остановить войну, они носят чисто оборонительный характер. И никто еще в мире никому не запрещал ни международное право, ни какие-либо другие правовые нормативные акты не запрещали народу, государству защищаться. Украина защищается и будет защищаться до тех пор, пока Россия будет вести агрессивные действия и войны. И поэтому, да, позиция украинского руководства, она понятна, и точно так же подход России к этой ситуации тоже понятен. Они попытаются это использовать в своих целях, для того, чтобы добиться хоть каких-то минимальных военных успехов по линии фронта. При этом, при всем, глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил о том, что сейчас мы очень близки к подписанию мирной сделки, и, по его мнению, Россия и Путин в том числе, они понимают, что продолжение войны им невыгодно. Что может поспособствовать заключению мира? И действительно ли у Путина есть понимание, что Россия уже не справляется с этой войной? Ну, Кирилл Алексеевич Буданов – это очень информированный человек, и поэтому я не могу не возражать, только поддержать то, что он говорит. Значит, он знает, о чем он говорит. А вот если более конкретно на вопрос, насколько и что может Россию склонить к переговорам и к долгосрочному миру, это только военное поражение. Это я могу говорить как человек, который знает Россию именно в войне, которой она вела с нами и ведет с нами последние
25-30 лет. И поэтому вот что имеет в виду Кирилл Алексеевич, когда говорит о том, что в ближайшее время будет подписано, это я не могу комментировать. Но, на мой взгляд, стратегическое перемирие или соглашение, долгосрочное соглашение между Украиной и Россией, это возможно только после военного поражения России в этой войне. Просто другого варианта, чтобы говорить о долгосрочном мире между Украиной и Россией, нет. Потому что если Россия сегодня останавливает войну в том месте и в том качестве, в котором она сегодня существует, это значит будет иметь поражение Украины. Для Украины это будет поражение. Потому что виновные, ответственные за все те злодеяния, как победители, уйдут от ответственности за те злодеяния, которые они совершили. А это, в свою очередь, их стимулирует к следующему шагу, к следующему этапу, более жесткому и крупномасштабному агрессивным действиям со стороны России против Украины. И поэтому у меня однозначно подход к тому, что войну можно закончить только победой. И она закончится только победой одной из сторон. Вот кто в этой войне победит, мы будем наблюдать и участвовать в этом процессе. Еще одни интересные фотографии появились в сети. Борис Джонсон, бывший премьер-министр Британии, приехал в Украину, и не просто в Украину, он посетил фронт, а именно он тайно приехал на позиции вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщают СМИ. Британский политик встретился с украинскими солдатами и провел на позициях около 48 часов. Ну вот, ознакомился с тем, как работают дроны, и также были сообщения о том, что он лично хотел вот посмотреть, что собой является вот та самая дроновая война, как это все работает, как это применяется на поле боя. При этом звучат сообщения от маршала авиации сэра Ричарда Найтона. В интервью Sky News он сказал следующее: «Вся Британия собирается перейти к военному положению. Страна разбирает и разрабатывает порядок действий в первые часы и дни войны. Национальный план перехода на военные рейки сейчас готовится. Фактически это современная версия Government War Book, секретного плана действий на случай войны, если который Британия вела во время холодной войны. План будет охватывать вооруженные силы, полицию, больницы, промышленность и гражданское население». Связаны ли между собой эти два события? Может, Джонсон как раз-таки приехал в Украину для того, чтобы ознакомиться с тем, как происходят современные военные действия, и далее вот этот опыт был применим и для Британии? Вполне возможно, я это не исключаю, но хочу еще раз, пользуясь случаем, подчеркнуть и поблагодарить Бориса Джонсона, который в первые дни войны, русско-украинской войны, сыграл очень позитивную роль. Именно его заявление, жесткий подход к тому, что Россия совершила агрессию, во многом способствовало в последующем формированию коалиции в поддержку Украины. И поэтому мы еще раз подчеркиваю, должны снять шляпу перед этим джентльменом. Это действительно мужественный человек, это действительно реальный, серьезный политик, который может мыслить и думать наперед. А вот то, что вы сейчас привязываете общую ситуацию, которая складывается в Великобритании с приездом Бориса Джонсона, я думаю, что это не связано. Это отдельные вещи, потому что в Великобритании там есть действующие правительства и структуры, которые подготавливаются или проводят какие-то мероприятия на профилактического плана на опережение в случае удара или каких-то действий со стороны России. Потому что Великобритания недвусмысленно Россия для себя назначила главным врагом и противником на Западе. И, конечно, очень долгое время Великобритания не хотела признавать этого факта и всячески искала дипломатические пути, чтобы нормализовать отношения. Хотя со стороны России совершались террористические акты с применением радиоактивных веществ, химических. И все равно Великобритания продолжала каким-то образом занимать позицию умиротворения. Но сегодня
я думаю, что есть четкое понимание того, что Россия действительно представляет очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для всего остального мира. Великобритания должным образом реагирует адекватно на то, как себя ведет Россия в международных делах. Да, тут я с вами могу только согласиться, что вот реакция, которая сейчас вот исходит от некоторых стран, в том числе Британии, она как бы дает хотя бы понимание, что они реально осознают, кем является Россия, какие дальнейшие действия они могут делать, ну и, по крайней мере, пытаются на это реагировать. Спасибо за разговор. Ахмед Закаев сегодня был у нас в гостях, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите и поддерживаете. Нам важно, чтобы вы еще и реагировали на это видео, то есть ставили лайки, писали комментарии, подписывались на наш канал. Это все немаловажно, потому что это для нас сигнал, что мы на правильном пути. Также это сигнал для YouTube, что мы интересный канал, и он тогда начинает нас продвигать.